расскажу тем, чем я занимаюсь на данный момент. Сначала немножечко истории. Начали мы заниматься этим в 2016 году, когда был еще в то время заведующий кафедрой химии Борисов Иван Михайлович. Он подошел, как раз они были на стадии разработки нового вот этого полимерного гидрогеля, за который получили патент, получили стартап там. И он подошел и спросил, могу ли я поработать с этим гидрогелем, чтобы оценить его негативную либо положительную влияние какое-то на водоросли. Он знал, что мы там работаем все с водорослями. Вот. С этого все началось изначально. Я взяла этот гидрогель и сначала исследовала его на токсичность по отношению к разным группам водорослей. Сейчас вот загрузится, и я расскажу, какие мы использовали. Водоросли использовали и из отделов зеленых, стигматофитовых, и из цианобактерий. И посмотрели, что токсичности по отношению к этим представителям не было нашего гидрогеля, который на базе нашего университета был разработан, его не было. И после этого уже перешли к следующему этапу, когда захотели посмотреть, а вот совместное влияние будет ли вместе с водорослями оказывать положительный эффект на высшую растительность, на культурные растения. Потому что, не секрет, об этом уже много было сегодня сказано, да, что основная проблема, да, не проблема, а основная задача в сельском хозяйстве в том числе, это повышение плодородия, улучшение почвообразовательной структуры, да. Как раз вот этот вот полимерный гидрогель, который был разработан нашим университетом на кафедре химии, в то время кафедра химии называлась. Так, вот так вот выглядит структура гидрогеля с водорослями. И мы обратили внимание, когда высевали это, да, вместе, что водоросли проникают в сам гидрогель, он как бы его слегка даже разрыхляет, а если это нитчатые, там цианобактерии, например, либо клипсармидиум, тоже с ним проводили эксперименты, они его прям пронизывают. И таким образом они вместе сосуществуют, тут невозможно не понять, влияние будет или не будет, потому что они очень плотно связаны. Гидрогель вы, химики, наверное, которые присутствуют, тоже знают, да, что это полиакриламид, который очень сильно набирает объем, когда влажность увеличивает в почве в том числе. И вот его используют очень много гидрогеля, в том числе для высаживания растений. Чисто на гидрогеле есть, да, декоративные, очень красивые такие шарики гидрогельные, где можно увидеть высаженные цветы. Используют даже при изготовлении бетона, потому что он более крепким делает этот бетон. И вот мы взяли этот гидрогель, взяли суспензию разных видов водорослей, каких сейчас я расскажу. Гидрогель мы брали не только наш, мы хотели посмотреть гидрогели других производителей тоже и сравнить. Наша задача была сравнить, какой гидрогель, потому что разная поглотительная способность у разных гидрогелей. Мы взяли там производство и французские, и германские, и в том числе наши российские другие гидрогели. И у всех была разная поглотительная способность. У нашего гидрогеля поглотительная способность намного выше, чем у остальных. Поэтому я думаю, что наш гидрогель, он будет намного эффективнее в таких засушливых местах обитания, да, если его использовать. Он намного больше сохраняет и аккумулирует в себе вот эту влагу. Так, вот взяли мы суспензии водоросли, взяли различные субстраты, сейчас покажу, и культура растений. То есть это была очень, есть сейчас на данный момент идет, очень трудоемкая, большая работа, где много чего используется. Методы исследования, естественно, приготовление питательных сред, культивирование, без водорослей никак, то есть нужно их культивировать. Обязательно нужна статистически, чтобы была научная и достоверная информация. Мы учитывали число клеток в камере Горяева, да, количество, потому что может быть в какой-то колбе у меня будет 1000 клеток, грубо говоря, а в какой-то будет всего лишь 100. И это тоже может дать неверные показатели в дальнейшем.
учитывали плотность на фотоэлектрокалориметре, высаживали на разные субстраты, мы брали, ну, гидропоника сейчас везде, и как агропонику, и сейчас хемопонику тоже начали использовать. Это органические, да, растительные остатки, там могут быть типа кокосовые стружки, древесина и так далее. Сейчас мы это тоже этим занимаемся. Измеряли биомассу, то есть дождались, не только измеряли, естественно, всхожесть, длину проростков, длину корешков, да, наземной, подземной части, но и измеряли биомассу. После того, как прорастет, давали определенное время. Кто-то прорастал, в зависимости от культуры, быстрее, лучше, кто-то прорастал чуть похуже. Сейчас дальше посмотрим. И так далее. Это наше измерение. Вот, здесь хочу показать, что нами было исследовано, и чтобы вы представляли, насколько это большой объем работы. То есть мы брали 7 суспензий водорослей и цианобактерий. И брали 5 видов разных гидрогелей. Это разные абсолютно производители гидрогелей. И у нас 10 культур растений. 10 культур растений, и смотрите, что мы делали. Мы использовали для того, чтобы это опять-таки было достоверно, например, посев пшеницы отдельно на почве, на глине, на песке, на керамзите и древесной опилке. На эту же пшеницу мы отдельно на почве брали контроль, это полив только водой. Второй контроль у нас был полив только питательной средой. Третье было это, например, водоросль хлорелла. Четвертое было это без водорослей суспензий, только гидрогель. Пятое было это и с водорослью, и с гидрогелем. То есть это 5 только на один вид водорослей и на одно растение. Очень большие объемы были нами исследованы. Много очень данных мы получили. Но в целом, что здесь видно, да, вот пшеница, рожь, баклажан, те виды растений, которые используют, в принципе, у нас и в сельском хозяйстве, да, и в садоводстве, петуния, перец, томаты, гречиха, лен, горчица, донник, рапс. Взяли эти, я знаю, что он чувствительный. Взяли бобовые, чтобы посмотреть с ностыком, вы знаете, да, гетероцисты, чтобы посмотреть азотофиксацию. Возможно, там тоже будут какие-то хорошие результаты, пока по домику результатов нет. Так, это результаты с пшеницы. Тут вот что я хочу показать. Понятно, что статистические все обработки, они были проведены. Что хочу показать. Вот так вот выглядит корешок растения, да. Гидрогель очень плотно примыкает к корню. Внутри гидрогеля, прямо впитываясь в него, обрастает водорослями. То есть это все очень близко находится к корневой системе, тем самым питает очень хорошо. То есть это где-то не расползается, куда-то наверх не выбивается, да, вот эти вот кусочки гидрогеля, а они полностью помогают и поддерживают, и питают это растение. Такие же самые эксперименты. Вот рожь, я просто покажу несколько вариантов фотографий, чтобы наглядно посмотреть. Вот у нас контроль. Это контроль, здесь просто почва имеется в виду, да, поливалась, которая там обычной средой. Гидрогель просто отдельно, когда был, просто водорослями поливались, там хлорелла, ну вот я перечислила, скотилопсис и так далее. И вот гидрогель и водоросли таким образом выглядят. Вы представляете большой объем работы, я все вот эти вот таблицы, все рисунки вам здесь просто, если буду показывать, это на час. Поэтому быстренько, основные моменты только. Вот посмотрите, да, видно уже наглядно, что гидрогель и водоросли в глине. Глина – это вообще очень тяжелый субстрат. Его даже в гидропонике не используют, в агропонике не используют глину. Песок используют, керамзит используют, глины нет, потому что очень тяжелый. Очень плотная, кислород не попадает.
Но вот мы видим, да, когда гидрогель и водоросли, прям зеленый налет водорослей сверху на глине образуется. И насколько хорошо питает растения, и результат прям налицо. В контроле вообще высыхает. То есть мы полив делаем одинаковый, чтобы понять, есть результат или нет, да, то есть, например, каждые 3 дня у нас полив, здесь все высохло, здесь все замечательно. Так, следующее, это эксперимент с песком. Песок, с водорослями как-то он не очень, с гидрогелем он... Нет, вот это с водорослями я перепутала чуть. Вот это вот с водорослями, а это гидрогель и водоросли. В контроле вы видите, вообще ничего нет. То есть, если просто в песок сажать, естественно, ничего не будет. Так, с керамзитом это у нас эксперимент то же самое. Вот здесь с гидрогелем и с водорослями, здесь просто водоросли есть чуть-чуть там проросшие, это просто гидрогель. В контроле немножечко тоже вот проросло, они начали, но здесь посмотрите, да, объем, биомасса и жизненная способность, видно, что она намного выше, чем в предыдущих. Керамзит, он сам по себе пористый, поэтому там лучше всего росло у нас. Так, это статистическая обработка, я не буду здесь останавливаться долго. Так, так выглядит, например, до этого были у нас эксперименты с петунией. Здесь это перцы и томаты, тоже высаживали мы. И вот здесь мы видим, например, у перцев, да, с гидрогелем и с водорослью хлорелла вместе совместное использование. Все это измерялось потом, так вот выглядят побеги. И с томатом. Томат очень хорошо рос, с гидрогелем, с водорослями, прям лучше, чем сам. Вообще просто идеальные условия были. Так, это на глине. Глина, еще раз повторюсь, самый тяжелый субстрат, но, как вы видите, глина с добавлением гидрогеля и водорослей дала нормальный плодоносящий, не плодоносящий, а побег достаточно жизнеспособный, с хорошей биомассой. И томаты тоже на глине с добавлением гидрогеля и хлорелла. Здесь мы показываем, что мы проводим вот эти вот измерения биомассы перца на керамзите и томатов на керамзите. И видно, что очень хорошо корневая система тут себя чувствует лучше всего в керамзите, потому что пористая система. Так, что мы хотим дальше сделать? Кроме того, что мы использовали вот эти вот методы, да, совместное воздействие, я посмотрела в целом, что хочу сказать, что в каждом эксперименте совместное влияние было намного лучше, чем в контроле, либо по отдельности. То есть совместное влияние примерного гидрогеля с видами водорослей всегда давали лучший результат. И по биомассе, и по всхожести, и по прорастанию, энергии прорастания, по жизнеспособности. Что хочется сделать сейчас? Мы хотим пойти дальше. Есть гидрогели, есть какие-то вещества, которые можно совместно еще внести. Это можно использовать в 2 случаях. Первое – это для, естественно, повышения плодородия. Например, мы можем взять какие-то микроудобрения, какие-то полезные стимуляции, вещества для стимулирования роста и развития, да? Кроме суспензий водорослей еще добавить какие-то химические активные вещества, которые поспособствовали повышению. И вместе, совместно, это будет уже такой комплексный препарат с гидрогелем, с видами водорослей. Можно цианобактерии, например, вместе с хлореллой совместно, да, использовать. Цианобактерии пойдут как азотофиксаторы, хлорелла как стимулятор, как фитопатоген, антифитопатоген. И еще добавить сюда какие-то микроудобрения, которые также помогут повысить урожайность культур. Почему? Потому что здесь видно, да, гидрогель он может активировать это все.
еще в большем количестве. То есть когда микроудобрение попадет в этот субстрат, при поливе каждый раз постепенно будет выходить маленькая концентрация, которая будет дополнительно стимулировать растение на прорастание и, естественно, на плодоношение в дальнейшем. И второй вариант, когда концентрацию каких-то токсичных веществ в больших концентрациях, да, тоже можно посмотреть, например, тяжелые металлы совместно с гидрогелем, насколько они будут впитывать в себя вот это вот, тоже из-за этой же способности гидрогеля, и делать почву либо субстрат, который загрязнен, нейтральным и способным, потом высаживать на нем какие-то культурные растения, либо для рекультивации использовать и так далее. Это то, с чем мы сейчас хотим работать.